Согласно решению Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19, возобновлены регулярные рейсы между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан. Об этом сегодня сообщил директор агентства гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан Икром Субхонзода. Он отметил, согласно решению Республиканского штаба, рейсы между столицами двух стран выполняются один раз в неделю национальной авиакомпанией Узбекистана «Узбекистон Хаво Юллари» и авиакомпания Республики Таджикистан обществом с ограниченной ответственностью «Сомон Эйр». Согласно решению, национальная авиакомпания Узбекистана «Узбекистон Хаво Юллари» выполняет еженедельные рейсы по средам, а авиакомпания «Сомон Эйр» по пятницам. Пассажиры могут приобрести билеты в основных точках продаж. Директор агентства гражданской авиации Икром Субхонзода отметил, что с целью предотвращения распространения COVID-19 все пассажиры должны соблюдать санитарные и противоэпидемические требования, носить защитные маски и перчатки. Пассажирам необходимо иметь при себе медицинское свидетельство об отрицательном инфицировании COVID-19, полученное за 72 часа до вылета. 14 января на автотрассе Душанбе-Нурек-Куляб с участием жителей Нурека состоялся коллективный хашар по посадке деревьев. Участники хашара посадили по обочинам автотрассы тысячи единиц вечно зеленых елей и плодовых деревьев. С начала посадочного сезона по обеим сторонам автотрассы посажено до 6700 единиц елей. Согласно поручению правительства Республики Таджикистан, для социальных учреждений города Куляб транспортировано 70 тонн угля и бесплатно распределено в образовательные медицинские учреждения города. С учетом создавшейся ситуации для экономии электроэнергии для обогрева классных комнат, кабинетов, клиник, медицинских пунктов и больниц городов и сел используется каменный уголь. Большинство предприятий и центров обслуживания города Куляб для экономии электроэнергии в своей деятельности используют уголь. Исполнительный орган государственной власти Куляба в случае необходимости обеспечит углем учебные и медицинские учреждения городов и сел. В государственном предприятии озеленения и цветоводства города Худжанд планируется строительство 2 теплиц, магазина по продаже цветов и саженцев и консультативный пункт по их выращиванию. Об этом в ходе ознакомления с деятельностью учреждения озеленения и цветоводства города Худжанд были проинформированы председатель Сагдийской области Раджабой Ахмадзода и исполняющий обязанности председателя города Худжанд Фирдал Шарифзода. Территория учреждения составляет более 8 гектаров, где расположены 2 теплицы, на которых выращиваются сезонные цветы. В настоящее время в этом цветоводческом учреждении выращивается около 1 миллиона сезонных цветов. Председатель области Раджабой Ахмадзода дал указание руководству города принять безотлагательные меры по выращиванию сезонных цветов в парниках учреждения и их посадке на улицах и проспектах города до начала весны. Было также поручено уделять постоянное внимание ремонту и благоустройству зданий, учреждений, санитарной обрезке деревьев и постоянному уходу за посаженными деревьями. Было подчеркнуто, что в кратчайшие сроки должны быть введены в действие другие теплицы и приведены в соответствии с финансовой прибылью предприятия. Также было дано указание принять меры для эффективного использования земли учреждения и на отдельных участках организовать посев овощей и зелени для обеспечения внутреннего рынка. Также реализовать практические меры для выращивания уникальных видов деревьев, которые в дальнейшем будут посажены на улицах и на основных проспектах города. Ответственным лицам учреждения озеленения и цветоводства города Худжанд были даны указания использовать все имеющиеся силы и средства для выполнения поручений и указаний и внести свой вклад в озеленение древнего города Худжанд. О спорте. В рамках подготовки к отборочному матчу чемпионата мира 2022 со сборной Монголии национальная сборная Таджикистана сыграет 2 товарищеские встречи со сборной Иордании, передает Федерация футбола Таджикистана. Встречи между национальными сборными Таджикистана и Иордании пройдут 1 и 5 февраля в Дубае. Подготовку к ним команда Усмона Тожева начнет в конце февраля. 25 марта национальная сборная Таджикистана в рамках 7-го тура 2-го раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022 в группе F сыграет со сборной Монголии. Эта встреча пройдет на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и начнется в 18 часов.